Недавно в логово Хамзы зашел мусульманин, чтобы пожаловаться на всех афганских мусульман, которые покидают ислам в его районе. Ребята, послушайте. Здесь, в Вирджинии, есть серьезная проблема. У нас многие афганцы в буквальном смысле покидают ислам. Если вы посмотрите на мой канал Apprehend, я пытаюсь вернуть их назад на фарси. Они массово покидают ислам. Многие из них, ребята, многие из них. Это безумие. Имейте в виду, что он говорит только об афганских мусульманах, покидающих ислам в его городе. Вы знаете, где еще мусульмане покидают ислам? Везде, где есть подключение к интернету. На протяжении 14 веков мусульманским шейхам удавалось изолировать своих последователей, ограждая и защищая людей от того, чтобы они не могли когда-либо услышать какой-либо ответ на их нелепые заявления о Мухаммеде и Коране. Перенесемся в 21 век, когда любой, у кого есть подключение к интернету, сможет посмотреть, что говорят их шейхи о Мухаммеде и Коране. И что вы получите? Вы получите то, чего заслуживаете. Вы лживые шейхи. Вы получите то, чего заслуживаете. На вас обрушится лавина вероотступничества. Хотите узнать, что происходит по всему миру? Я просмотрел комментарии под 2 моими видео. Давайте посмотрим. Спасибо, что вернулись к этим ключевым темам. Именно эта тема заставила меня понять, что Мухаммед — фальшивка, и я стал бывшим мусульманином. Когда вы впервые опубликовали это около 4 лет назад, спасибо. Это только начало. Мой бывший коллега-мусульманин сказал мне, что самой большой проблемой, с которой он столкнулся, были ежедневные попытки на кампусе защитить многочисленные отвратительные поступки Мухаммеда, и все это время на него обрушивались видео с критикой ислама от Дэвида Вуда и Сэма. Они массово покидают ислам. Многие из них, ребята. Многие из них. Я бывший мусульманин из Ирана. Я был агностиком в течение 4 лет, но благодаря вам я обратился в христианство, и теперь я христианин. Это безумие. Ты, как всегда, попадаешь в точку, Дэвид. Я никогда не думал, что увижу, как некоторые мусульмане, которых я знаю, переходят в христианство. Но, слава Богу, теперь я вижу это постоянно. И твое служение сыграло ключевую роль в обращении этих людей. Так что еще раз спасибо. Я бывший мусульманин из Узбекистана, который не притворяется мусульманином перед людьми. Когда я впервые нашел ваш канал и канал AP, я подумал, что это фитна по отношению к исламу. Но посмотрев ваши с AP-видео, я оставил эту отвратительную религию. Я знаю много бывших мусульман в моей стране, которые не говорят, что они отступники, но это так. Они просто скрывают это, чтобы не подвергаться нападкам со стороны этих мусульман или их семей. Я действительно горжусь тем, что я бывший мусульманин, поскольку каждый день вижу множество появляющихся бывших мусульман с большой любовью из Узбекистана. И мы любим тебя, Узбекистан. Исследования показали, что более 100 тысяч мусульман ежегодно покидают ислам. Спасибо тебе, Дэвид, за твою помощь через твои видео. Ты помог мне покинуть ислам. Хотя я никогда не стану христианином, я определенно не собираюсь возвращаться к этому жуткому, мерзкому, растлевающему малолетних, бушующему войнами, бреду сумасшедшего из 7 века. Пусть в следующем году будет больше подобных видео, которые вселяют в нас, бывших мусульман, надежду. Какое удивительно краткое и точное описание Мухаммеда. Я родился мусульманином, но ты открыл мне глаза, Дэвид. 24% мусульманской молодежи покидает ислам. Я бывший мусульманин. Дэвид и CP очень помогли мне оставить мою религию. Много лет назад я плохо отзывался о христианстве и высмеивал Иисуса. Теперь я спорю со своими друзьями из-за того, что защищаю христианство и разоблачаю ислам. Дэвид Вуд и Кристиан Принц открыли мне глаза. Благодаря Дэвиду год назад я стал бывшим мусульманином. Я рос в сомнениях и в конце концов оставил ислам. Из-за вас, сэр. Спасибо. Всегда пожалуйста. Наша молодежь полна сомнений, и никто не отвечает на их вопросы. Здравствуйте, мистер Дэвид Вуд. Да благословит Бог вас и вашу хорошую работу. Я просмотрел большинство ваших видеороликов, и я использовал их, чтобы обратить свою веру многих мусульман здесь, в Нигерии. И я делаю это из тюрьмы. У нас здесь 1000 заключенных, и я тоже один из них. Благодаря Божьей милости и вашим видео я смог обратить 250 заключенных из ислама в христианство. Есть и другие, которые тоже хотят обратиться, но боятся потерять семьи. Пожалуйста, продолжайте в том же духе. Да благословит вас всемогущий Яхве. Я хотел бы стать таким же апологетом, как и вы. Похоже, что ты уже им стал, мой брат.
На заметку всем остальным. Тюрьма — отличное место для апологетики и евангелизации. Ваши видео сыграли для меня ключевую роль 3 года назад, когда я покинул ислам. Вы действительно изменили мою жизнь. Спасибо вам, Дэвид. Я христианин, и у меня есть 3 друзей, которые оставили ислам, потому что я показал им ваши видео и видео AP. Большое вам спасибо. Твой ребенок станет вероотступником. Замолчи. Я знаю многих бывших мусульман в моей стране, Бангладеше. Некоторые из них верят в Христа и открыто заявляют об этом. Некоторые из них тайно верят в Христа и не раскрывают перед мусульманами потерю веры в ислам и обретение новой веры во Христа. Некоторые из них теперь отступники и агностики. В моей стране есть несколько церквей, которые возглавляют бывшие мусульмане. YouTube порекомендовал мне вас 2 года назад, а затем Хариса Султана и Галиба Камаля. Все вы помогли мне понять исламскую реальность и покинуть ее. Теперь я просто человек. Я люблю христиан, люблю евреев и люблю всех людей. И очень люблю вас за то, что вы открыли мне глаза. Из Пакистана. И мы любим тебя, друг из Пакистана. Я могу понять мусульманина, который пытается игнорировать плохие стороны ислама, занимаясь повседневной рутиной. Я принял ислам более 2 десятилетий назад и познакомился с некоторыми из самых приятных людей. И на протяжении многих лет у меня были прекрасные дружеские отношения. Я мог бы даже закрыть глаза на некоторые грешки пророка. В конце концов, у большинства лидеров есть свои темные стороны. Достаточно взглянуть на Уинстона Черчилля, Эндрю Джексона или Мартина Лютера. Но потом обнаружилось так много несоответствий. Например, старушка, растерзанная верблюдами или лошадьми, и бойня несовершеннолетних мальчиков. И это только 2 примера. Это нельзя было игнорировать. Я был готов не обращать внимания на солнце, садящееся в лужу с мутной водой, и на некоторые сексуальные похождения пророка. Средневековые христианские папы и епископы были не намного лучше. На самом деле, некоторые были и похуже, но информация продолжала накапливаться. Много из этого рассказал Дэвид Вуд, Apostate Prophet и, конечно же, Christian Prince, с его знанием арабского языка и мелкими деталями, которые я, честно говоря, не смог подтвердить, когда не мусульмане спрашивали меня об этом. В конце концов, я стал нерелигиозным, хотя иногда мне этого не хватает. Друг мой, возможно, тебе не хватает того духа товарищества, который был у тебя с мусульманами, но теперь ты член одной из самых быстрорастущих групп в мире — Братство бывших мусульман. Вот уже почти 10 месяцев, как я стал бывшим мусульманином. Я так рад, что наткнулся на видео Дэвида Вуда, когда пытался узнать больше об исламе. Дэвид Вуд дал самое правдивое исламское образование, которое я не смог бы получить, если бы только слушал мусульманских ученых. Самое замечательное в Дэвиде то, что он всегда ссылается на исламские источники, которые никто не может отрицать, не обманывая себя. Продолжайте в том же духе. И если мы не предпримем конструктивных шагов, чтобы справиться с этим, это превратится в лавину, в цунами. Спасибо всем вам, шейхам, имамам и давагандистам, которые наблюдают за происходящим. Вот что происходит, когда вы используете обман, манипуляции и угрозы насилия для контроля над людьми. Это может работать какое-то время, а может быть и 14 столетий. Но в конце концов, люди, которых вы обманывали, которыми манипулировали и которым угрожали, получают возможность думать самостоятельно. И вот тогда вы теряете контроль над ними. И когда вы теряете контроль над ними, вы впадаете в панику. А когда вы паникуете, вы впадаете в отчаяние. И когда вы впадаете в отчаяние, вы отдаете будущее своей религии в руки даи, которые только ускорят лавину. Если вы просто заглянете в Коран, то увидите указание на то, что вы можете вступать в половую связь с 5-летним ребенком. Если вы придерживаетесь только Корана, вам разрешено вступать в половую связь с 5-летними детьми. Найдите мне хотя бы 1 стих из Корана, в котором говорится, что человек должен быть совершеннолетним. Если вы придерживаетесь только Корана, вы склоняетесь к педофилии, причем к тяжелой форме педофилии. Помогите, помогите мне. Ну как вам чашечка холодной воды и замзама на лице?